триедин. Слава Господу. Бог, вот там написано, что в книге Бытие, что Он говорил, что Он сотворит человека по образу нашему. Аминь. Он на самом деле это Бог Отец, Сын и Дух Святой. Наш триединый Бог. Он советовался сам в себе, так сказать, да, и сотворил человека по своему образу таким же триединым. Аминь. И человек, он есть, мы есть люди, которые триедины. Мы есть дух, душа и тело. Аминь. Слава Господу. Знаете, все идет от Него. Аминь. Наша вера, она от нашего триединого Бога. Аминь. Мы должны сосредоточиться на Боге, и тогда мы сможем быть в правильном направлении, быть в правильном развитии, как христиане. Мы будем расти в Боге духовно. Аминь. Если наш взор устремлен на Иисуса Христа, на Господа Бога. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Знаете, если мы не будем невежественны в этом вопросе, то мы можем попасть в ересь. Аминь. На самом деле, что такое еретизм? Я думаю, это когда человек он просто в самом главном, да, в самом центре всего христианского учения он ошибается. Например, некоторые говорят, что Иисус это просто был человек, он не был там Богом, он не был, не имел просто, он просто был человеком. Или некоторые говорят, что Дух Святой это просто энергия Божья, там, или еще что-то такое, нечто такое абстрактное. Аминь. Но Дух Святой он личность. Аминь. И Иисус Христос он Господь Бог. Аминь. И мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. И Бог он наш триединый. Аминь. Он одновременно и три, и одновременно один. Трудно понять это, может быть, разумом, мы должны принимать это верою, как написано в Библии. Аминь. У Бога есть одна сущность. Аминь. Бог Отец, Сын и Дух Святой, они равно великие, равно могущественны. Аминь. Никто не выше и не ниже. Да, мы видим, что обычно в Библии говорится Бог Отец, Сын и Дух Святой. То есть мы видим разные, как сказать, как бы функции, что ли, да. Все исходит от Отца к Сыну. Аминь. И Сын, Он явил нам Отца. Аминь. Знаете, когда евреи не в первый раз услышали, что Иисус, Он начал говорить, что об Отце, о Боге, как бы об Отце, их возмутило это очень. На самом деле это откровение пришло в Новом Завете через Христа Иисуса. Бог нам открыл нашего Отца Небесного. Аминь. Аминь. И Он есть источник, и Иисус, Он как прораб, что ли, можно сказать, да? Дух Святой это тот, кто достигает нас в нашей жизни. Аминь. Именно через Духа Святого мы познаем Бога, нашего триединого Бога. Аминь. Мы можем ощутить Его, мы можем почувствовать Его, мы можем смело сказать, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они обитают в нас, в нашем сердце, в нашем духе. Аминь. И Дух Святой, Он все это привносит нам как реальность. Аминь. Мы в нашей практической жизни мы переживаем нашего Господа, Бога Отца и Сына и Святого Бога. Как это чудесно. И мы можем смело сказать, что мы в Боге Отце, да, и Господе Иисусе Христе. Аминь. Как это, знаете, может быть, сейчас я когда проповедую, может быть, это звучит немножко как-то не хватает, думаете, просто это слова как будто, да? Но на самом деле это не просто слова. Аминь. Представьте, мы сейчас в Боге Отце, в Господе Иисусе Христе. И церковь наша, и не только наша, церковь в Якутске, прямо сейчас, она в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Как чудесно. Слава Богу. Что нельзя сказать о тех людях, которые живут без Бога? Аминь. Давайте дальше посмотрим. Знаете, откроем 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих.
1 Иоанна 5:7. Тут написано: «Ибо сии три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино». Знаете, слово «триединство», может быть, мы не найдем напрямую в Новом Завете, но вот это вот местописание, оно очень близко к этому. Тут написано «сии три». Три кто? Это Бог Отец, Сын и Дух Святой, да? И сии три суть едино написано. То есть, смотрите, они три и они едино. Аминь. То есть это это правильно говорит, что Бог наш триедин. Аминь. Слава Господу. Давайте еще посмотрим. Матфея 28, 19 глава. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Тут опять мы видим, что мы видим Отца, мы видим Сына и мы видим Духа Святого. Аминь. И Иисус повелевает, да? Это великое поручение, да? Великое поручение, что нам нужно идти и научать все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестя, другим словом, можно перевести как погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. То есть, когда мы благовествуем, да? Когда мы проповедуем Евангелие, да? Что мы делаем? Мы провозглашаем Слово Божье. В свое время нам провозгласили Слово Божье, нам кто-то проповедовал, и мы услышали вот это вечное Евангелие. Мы услышали вот это Слово жизни, да? И в этом Слове на самом деле находился триединый Бог. Сам Бог, Он в этих словах, да? И мы слышали это Слово. И как только мы услышали это Слово, мы приняли это Слово. Мы поверили в это Слово. Знаете, когда мы слышим Слово Божье, когда мы читаем Слово Божье, то некая картина возникает в наших сердцах. Аминь. Это обязательно должно происходить. Знаете, если что есть вера? Вера — это когда ты видишь, духовно видишь. Аминь. А когда мы читаем Слово Божье, некоторая картина возникает в наших сердцах. Аминь. Если мы много читаем Слова Божьего, то эта картина, она все более и более проясняется, она становится более шире. И на самом деле вера наша расширяется тоже. Аминь. Когда-то мы приняли Иисуса Христа, мы услышали вот это вечное Евангелие, да? И мы что сделали? Как только мы услышали, некая картина появилась в нашем сердце. И вера автоматом появилась. Аминь. Как только картина появляется. Знаете, на самом деле это Бог, который в этот момент, Он просто внедряется, Он в наше сердце. Аминь. И вера появляется. Аминь. И сейчас у нас есть вера. Аминь. Мы твердо можем сказать, что у нас есть вера. Почему? Потому что в нас есть уже некое Слово Божье. У кого-то много, у кого-то мало. У кого-то большая картина, у кого-то немножко есть этой картины. Аминь. И чем больше мы пребываем в Слове Божьем, эта картина, этот пейзаж, да, она все более становится более детальной, более расширенной. Аминь. И тогда наша вера увеличивается. Аминь. Слава Господу. Как чудесно. И знаете, вера, она когда внутри, это слава Богу. Но потом вера начинает, она говорить. Аминь. Вера, она всегда говорит. Аминь. Знаете, вот эти фессалоникийцы, давайте посмотрим, да, что... Почитаем еще 2 стих. «И всегда благодарим Бога за всех вас, поминая вас в молитвах ваших, непрестанно памятуя ваше дело веры». Знаете, тут опять драгоценность я вижу. Знаете, апостол Павел, он просто был, можно сказать, гениальным человеком, потому что только в его посланиях очень много вот этих драгоценных камней, которые он через слова... Вы когда-нибудь, например, вот такие словосочетания, да, словосочетания. Дело веры, да, труд любви.
Аминь. Когда мы приняли Иисуса Христа, у нас появилась вера, и мы начали делать дела веры на самом деле. Аминь. Но потом мы пошли дальше. На самом деле мы теперь трудимся. Аминь. Каждый трудится в свою меру. Аминь. Труд это нечто более в нем нужно больше прилагать усилий. Аминь. Дело есть дело, труд есть, это когда ты трудишься. Аминь. Слава Господу. Чудесные просто словосочетания. Обращайте внимание, это драгоценные камни, через которые ваша вера она будет расти. Давайте про себя скажите труд любви. Скажите терпение, упование. Терпение, упование. Что это такое? Мы, знаете, если мы будем поверхностно читать Библию, мы можем просто так упустить. Это просто обычные слова. Это просто, Павел так что-то мельком сказал. Но на самом деле здесь очень много глубины. Аминь. Терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, со многими удостоверением, как и вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Аминь. Смотрите, в какой-то момент апостол Павел, да, он проповедовал, благовествовал фессалоникийцам, и они услышали, когда Павел, он проповедовал, Слово Божье, оно выходило из его уст. Аминь. И вот это слово, оно проникало в сердца слушающих. Аминь. И как только слушающие, они принимали это слово, некая картина появлялась в их сердцах. И вера появлялась автоматом. Слава Господу. Они уверовали, и тем самым они приняли вот это драгоценное Слово Божье, которое теперь поселилось и обитало в них, и теперь это драгоценное Слово, это живое Слово, оно обитает теперь в наших сердцах. Слава Господу. Смотрите, читаем дальше. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Опять мы видим очень драгоценные просто места Писания, да? Места Писания, что, смотрите, они приняли Слово. Вот это есть Бог, наш триединый Бог, да? Который проникает в сердца людей. Когда люди принимают, да? Слава Господу. И написано, они, приняв Слово Божие, при многих скорбях, да, придут скорби. Аминь. И уже довольно много скорбей. Но при этих скорбях написано с радостью Духа Святого. Смотрите, Дух Святой здесь появляется. Аминь. Там, где Слово Божие, там Дух Святой. Слава Божья. Слава Богу. Смотрите, это уже второй этап. Первый этап было благовествование. Аминь. Было высвобождение Слова Божьего. В притче Иисус говорит, и вышел сеятель сеять Слово Божье. Аминь. И мы тоже, мы можем сеять. Аминь. И мы сеем. Слава Богу за это чудесное движение, когда началось вот это, когда мы благовествуем. Аминь. И драгоценный брат Олег, он дает нам задание, и мы делаем вот это вот благовествование. Аминь. Мы высвобождаем вот это драгоценное вечное Евангелие Слова Божьего. И оно живое. Аминь. Второй этап. Фессалоникийцы, они приняли это слово. Аминь. И смотрите, 7 стих. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». 8 стих. «И от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Смотрите, Слово Божье, которое приняли вот эти фессалоникийцы, оно превратилось в веру внутри них. Это, знаете, слово, которое попало в почву, оно становится верой внутри нас. Аминь. Это картина, которая внутри нашего сердца, она просто появляется. Аминь.
И потом смотрите дальше. Шаг номер 3. Что они сделали? Они стали образцом. Они стали образцом, да, для всех верующих. И 8 стих, и написано, что от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии. Аминь. Но и во всяком месте, да. То есть фессалоникийцы, они начали проповедовать Слово, и оно пронеслось, как вот Македония, Ахаи, да. Знаете, предание говорит, когда вот Павел писал вот этот фессалоникийцам, это была молодая церковь на самом деле. Молодая, они даже, вероятнее всего, им даже года не было. Смотрите, новообращенные люди, вероятнее всего, они совсем вот только-только приняли Иисуса Христа. Но они настолько были открыты, они приняли вот это живое слово, и они пошли, проповедовали. Аминь. То есть мы можем, если фессалоникийцы смогли, новообращенные 1 год в вере, то насколько можем мы проповедовать? Аминь. Смотрите, 3-й этап, мы проповедуем Слово Божие. Когда мы проповедуем Слово Божие, приняв Слово Божие верою, мы на самом деле, Бог распространяется через нас. Аминь. Пусть вера, знаете, пусть эта картина, она отобразится в вашем сердце, да, когда вы говорите Слово Божье, да, то, во что вы верите, да, что происходит? Вы на самом деле высвобождаете Бога, вот этого триединого Бога, которого вы приняли, Бога Отца и Сына Святого Духа, вы теперь распространяете через ваши уста. Слава Господу! У нас есть вера в сердце, и у нас есть уста, которые мы можем проповедовать. Слава Богу! Аллилуйя! Теперь еще другой момент. Давайте посмотрим. 9 стих. «Ибо сами они рассказывают о вас, какой вход мы имели мы к вам». Да? Это 9 стих. «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Чтобы служить Богу и истинному. Смотрите ли, что фессалоникийцы, они обратились от идолов к Богу. Аминь. И как только они были обращены в Бога. Но тут написано, что они обратились от идолов к Богу. Это нам показывает, что когда мы не были верующими, мы были в идолопоклонстве на самом деле. Вы можете сказать, я не идолопоклонник. Я встречал много людей, которые говорили, я ни во что не верю. Но такого быть не может. Знаете, я вам сейчас покажу, раскрою, что на самом деле любой человек, он чему-то поклоняется. Любой человек, он есть поклонник. Некоторые поклоняются футболу, есть поклонники футбола. Некоторые поклоняются образованию, они могут быть образованными людьми. А некоторые говорят, я ничему не поклоняюсь, но на самом деле не поклоняются. Если человек говорит, я атеист, на самом деле он поклоняется самому себе. Вот идол, вот его идол. Знаете, легко обратить человека от греха. Да, как только грешник, он провозглашает Иисуса Господом, Бог обращает его от греха, да? Но сложно обратить человека от идолов. На самом деле у нас даже полно может быть идолов. Знаете, и мы часто думаем, что идол это когда какое-то дерево сделали и поклоняются этому дереву. Да, это и есть идолопоклонство, в таком в явном виде, что ли, да? Но у нас могут быть идолы и дома даже. Телевизор может стать идолом. Все, что мешает нам общаться с Богом, да? Все, что забирает на самом деле больше времени в нас, все, что стоит между нами и Богом, все, что нас отвлекает от Бога, все, что не есть Бог, да? Это становится идолом. И знаете, легче освободиться от греха, труднее освободиться от идола. Аминь.
легко привести, знаете, ну, не так уж сложно привести грешника к Богу, но сделать так, чтобы человек оставил своего идола и обратился к Богу, довольно сложно. Аминь, согласитесь. Многие из нас, возможно, мы боремся, да, с этим. Аминь. Смотрите, знаете, тут опять мы видим драгоценности. Написано, что вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И что есть Бог живой? Аминь. Опять мы видим, знаете, Павел, он просто очень, возможно, не будет больше человека, как Павел, который слова его, они очень глубоки на самом деле. Аминь. И тут написано Богу живому. Что есть Бог живой? Бог просто живет, да? Знаете, можно сказать, что мы молимся, например, да? Мы молимся, и тогда происходит какое-то чудо, например, да? Где-то мы молимся, например, чтобы Бог изменил какую-то ситуацию, да? И мы говорим, слава Богу, Господь, Ты живой. Да, слава Богу, Бог, Он чудес, Бог есть чудес. Знаете, у нас могут быть два вида веры. Знаете, и одна вера, это когда Бог делает чудеса для нас. Это слава Богу, я радуюсь. Верьте Господу, аминь. Я верю в финансовые чудеса. Я стараюсь верить еще в другие чудеса, которые Бог, Он будет делать. Аминь. И для этого нужна вера. Но знаете, эта вера больше внешняя, так скажем, да? Когда Бог, Он делает что-то чудесное в своем могуществе для нас. Аминь. Но еще чудеснее, знаете, ну, можно ли назвать такого Бога, который делает чудеса для нас, Богом живым? Например, в Ветхом Завете Бог, Он для Израиля делал очень много чудес. Аминь. Он прогонял полки врагов, да? Он там еще разные чудеса делал. Он кормил их манной небесной. Вдруг из скалы вытекала вода, да? Что указывает на Христа, который как вода живая. Он делал много чудес. И мы можем назвать Его Богом живым? В какой-то степени да, это Бог живой. Именно только живой Бог может делать такие чудеса. Аминь. Но знаете, есть более драгоценное, что ли. Знаете, что? Когда Бог, Он не просто делает чудеса для нас, Он Бог живой, который внутри нас, и который делает вот эти чудеса через нас уже. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Слава Богу. Знаете, мы можем иметь голод, да? Каждый день мы питаемся разной пищей, да? И наш желудок, он постоянно, должна быть, так сказать, напитана, да? Точно так же наш дух, да? Мы должны постоянно, есть постоянно, вот эта жажда. Вот это что-то внутреннее, аминь. Бог живой, это тот, кто внутри нас действует. Бог живой, это тот, кто живым образом, Он дает о себе знать. Аминь. Знаете, когда я долго не молюсь, например, то этот живой Бог, Он начинает во мне стучать. Он говорит, Он стучит в мое сердце. И у меня появляется этот голод. Знаете, я почему-то вдруг стою и начинаю молиться. Что это такое? Это Бог живой, который побуждает меня. Он теребит меня изнутри. Аминь. И я встаю и начинаю молиться. Вот Он Бог живой, который живым образом начинает действовать внутри меня. Аминь. Или какая-то ситуация происходит.
И я готов просто раздражиться и сильно там накричать или что-то такое. Но внутри меня, что-то внутри меня говорит, стоп, стоп, просто замолчи. Что это такое? Это Бог живой, который живым образом, на практике, прямо в моей жизни, Он действует. Аминь. И это, я думаю, это намного лучше, знаете. Да, это чудесно иметь Бога, который творит чудеса, слава Богу. И мы верим, и мы продолжаем верить, слава Богу. Но еще чудеснее, Бог живой. Аминь. Потому что это было сердечное желание Бога из древних времен. Когда Бог сотворил человека, да, это сердечное желание было обитать в человеке. Аминь. Быть выраженным через человека. Аминь. Это Моисей, его крик души, он говорил, если бы все в народе Божьем были бы таким, как я, кто мог бы пророчествовать. Аминь. Чтобы был народ пророков. Аминь. Теперь я скажу, вот ты и я, мы народ пророков. Аминь. В прямом смысле этого слова. Да, ты скажешь, ну какой из меня пророк? Я совсем не... я говорить-то толком не умею. Ну, что там, как бы так, тык, мык, да. Ну, скажи только слово. Знаете, Бог, обитающий внутри тебя, Он польется через твои уста, как река живая. Аминь. Даже ты, если скажешь, даже ты коротко расскажешь Евангелие, ты скажешь, что есть триединый Бог, да? Что Он, вот Иисус Христос, Он умер за наши грехи. И Он прожил вот эту человеческую жизнь. И Он умер и воскрес за наши грехи. И теперь Он излит Духом Святым на всех нас. Хочешь ли ты принять Иисуса Христа? В этом маленьком, коротком Евангелии, которое ты сказал, очень простыми словами, знаете, Бог будет свидетельствовать. Если человек поверит, да, то вот этот триединый Бог, Он просто войдет в человека, и человек, он будет рожден свыше. Слава Господу! Слава Господу! Знаете, апостол Павел, он заботился об этих церквах. Знаете, он часто он упоминает веру, он заботился о вере вот этих драгоценных святых, да. И, знаете, он говорил, что вера ваша, она там пронеслась по всей Македонии, там, да. Он говорил, чтобы вот дело веры вашей. То есть нам нужно сохранить эту драгоценную веру. Аминь. Вера это как вот эта живая связь с Богом. Аминь. Вот эта живая связь с Богом должна быть постоянно. Знаете, как это выключатель, который ты должен быть включенным постоянно. Это электричество, которое течет с электростанции, оно через выключатель, который ты можешь просто рукой щелкнуть, да, и у тебя дома свет горит. Аминь. Вот то же самое, мы должны постоянно быть на связи с Богом. Аминь. Это не значит, что ты находишься в таком просто, в каком-то таком экстазе, что ли, да, в каком-то таком возбужденном состоянии. Нет, 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 нет. Часто это очень спокойно и до того тихо, что мы можем даже не заметить. Аминь. Но будьте в этом общении. Будьте в этом общении Духа каждый день. Слава Господу. Слава Богу. Аминь. Пусть вот этот голод, он постоянно... Знаете, радуйтесь, что есть голод. Если вы чувствуете, что надо молиться, молитесь. Если вы чувствуете, что надо почитать Слово Божье, прибыть в Слове, прибудьте в Слове. Аминь. И мы народ Божий, который каждый из нас водим Духом Святым. И сейчас нас 51 человек. На самом деле Бог Он всех нас здесь собрал сейчас. Слава Господу. Ты можешь думать обыденным образом. Знаете, мы привыкли, вот как нас научили, это культура, да, культурные какие-то вот моменты, как мы были воспитаны, все это влаживалось в нас, и мы привыкли очень размышлять таким обыденным, земным, человеческим, природным образом, так скажем. Аминь. Но когда вы читаете Слово Божье, находите
Не читайте Слово Божие просто как бы просто как книгу какую-то там, да, находите вот эти слова, драгоценности. Аминь. Аминь. Слава Господу. Все Писание написано богодухновенно, да, и полезно для научения, для исправления, да, для наставления в праведности. Слава Господу. Будьте девами, которые мудрые. Аминь. Они запаслись вот этим маслом. Аминь. Здесь же не говорится о физическом масле. Аминь. Мы же не запасаемся в свой холодильник растительным маслом, да? Не об этом же здесь говорится. Запаситесь вот этим маслом помазания Духа Святого. Аминь. Слово Божье, которое есть, вот это, откуда все это идет. Аминь. На самом деле, наш триединый Бог, Он находится в этих словах. Аминь. Он обитает в этих словах. Пусть эти слова станут живыми для нас. Аминь. Слава Господу. И не думайте, что это само собой разумеющиеся какие-то давайте вот еще раз посмотрим, да, что церковь Фессалоникийская, первая церковь, да, Павел и Силуан и Тимофей, в первом стихе, церковь Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Мы можем сказать, церковь Якутская, церковь Слова Жизни, наша церковь, она в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Аминь. Просто глубоко проникнитесь вот этими словами. Особенно вот это слова в Боге Отце. Знаете, мы не только в Боге находимся, мы находимся в Боге Отце. Отец, он указывает на Отец, он всегда дает жизнь. Аминь. Тем самым мы находимся в Боге, который Он живой. Аминь. Глубоко просто проникнитесь. Аминь. Вот эта фраза, она очень просто великолепна. Такое, наверное, апостол Павел только может говорить. Слава Богу. Знаете, если мы упустим, если ты, первый стих быстро прочитал, Павел, Силуан, Боги Отце, ты можешь упустить вот эти драгоценные сливки. Аминь. Это же драгоценный камень, который прямо перед нашими глазами находится. Аминь. Как много обеспечения, как много драгоценностей, как много питания находится в этих словах. Жизнь находится в этих словах. Я не побоюсь вот этих слов. Жизнь находится в этих словах. Церковь Фессалоникийская, церковь Якутская, церковь в городе Якутске. Она в Боге Отце. Вот представьте, вот наша церковь и другие церкви, сейчас идут собрания по всей Якутии, наверное, да? Что вот эта церковь Божья, она находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Слава Богу, как это чудесно. Аминь. Аллилуйя. Это просто вопрос, это не обыденные какие-то речи. Это вопрос огромной важности на самом деле. Аминь. Слава Богу. Чудесно, что мы можем быть в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. И в Духе Святом. В Духе Святом. Слава Господу. И знаете, мы сейчас будем принимать вечерю Господню. И я думаю, очень всеобъемлющая картина, да? Вечеря, она в книге Исход, да, когда делали Пасху, в тот раз, когда Пасха проходила, мы видели, да, что мы увидели кровь Иисуса, аминь, мы увидели кровь, помните, да, кровью они помазывали косяки дверей, мы видели агнца, которого надо было съесть очень быстро, да, с поспешностью. И этот агнец теперь, это Христос Иисус на самом деле. Аминь. Мы видели жилище. Они должны были находиться в жилище. Аминь.
Те, кто не был в жилище, скорее всего, они погибали, потому что это была заповедь Божия, чтобы они были расселены по домам. Аминь. И мы в Доме Божьем. Аминь. Церковь — это Дом Божий, который находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Слава Господу. Находитесь в Доме Божьем. Находитесь под покровом Всевышнего. Аминь. Мы видели там горькие травы, да? Помните? Горькие травы означает, что мы не должны забывать, откуда мы вышли. Это горькая жизнь была, когда мы были вне, без Бога. Так и есть. Может, жизнь вам казалась, все нормально, все хорошо было, но у вас была пустота внутри. У всех у нас была эта пустота. И нам было горько на самом деле. И эта пустота она может заполниться только Богом, который, слава Богу, теперь обитает в нашем духе, да? Обитает в нашем сердце, слава Господу. И Он хочет теперь стать нашей жизнью. Аминь. Он хочет жить и обитать через нас. Аминь. Слава Господу. И также мы видели там пресный хлеб, да, чтобы мы принимали вот эту вечерю, да, не закваскою, без закваски, порока и лукавства написано, да, но со пресноками чистоты и святости. Аминь. И тогда сейчас мы будем принимать вечерю Господню. Давайте еще раз посмотрим 1 Коринфянам, 11 главу. Давайте посмотрим местописание. 1 Коринфянам, 11 глава. Давайте с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Аминь. Итак, когда мы принимаем вот эту вечерю, да, мы принимаем вот этот пресный хлеб, который ломим за нас, да, и также мы принимаем кровь Иисуса Христа, и Бог дал нам вот этот виноградный сок, да, и пресный хлеб, Он заменил вот это вот агнца в Исходе 12 главе, да, когда израильтяне они ели этого агнца с поспешностью, да, Он заменил, сказал: теперь ешьте вот этот хлеб, который есть тело мое, аминь, и виноградный сок, который есть кровь Иисуса Христа. Аминь. Знаете, это не просто символ, аминь. Если это был бы символ, это было бы слишком как-то просто и обыденно, и по-земному, и не было бы в этом благоговении и все такое. Мы бы сказали: да, вот это всего лишь символ, да? И в то же время я не мистифицирую, я не говорю, что эта кровь превращается в буквальную кровь Иисуса Христа, да? Или это тело, оно буквально превращается, как учат в католической церкви, например, да, присуществление, да? Но я верю в реальность, духовную реальность, да, что в действительности, когда мы сейчас будем все принимать, вы можете приготовить все это, да, в действительности, когда мы будем все это принимать, то в духе это есть тело Иисуса Христа. В духе. Аминь. И кровь Иисуса Христа. Аминь. И написано, что мы делаем это в воспоминание. Да? Мы вспоминаем Господа Иисуса Христа. Аминь. Знаете, я почему-то верю, что это не что-то мрачное какое-то действование. Я верю, что это должно быть радостное действование на самом деле. И я не верю, когда христиане, они с очень грустным лицом, они вспоминают смерть Господа. Но на самом деле это ошибка. Мы не вспоминаем смерть, мы вспоминаем Его, написано. Мы вспоминаем Его, но смерть Господню что делаем? Возвещаем.
Аминь. То есть мы, когда делаем хлебопреломление, мы вспоминаем Господа. Вот наши мысли должны быть о Боге. Аминь. О нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Слава Господу. Но когда мы это делаем, мы возвещаем. Мы тем самым просто провозглашаем. Вот точно так же, как водное крещение, это провозглашение перед духовным миром, перед неверующими людьми, может быть, да? Перед церковью мы провозглашаем. Аминь. То есть, когда мы делаем вечерю, мы провозглашаем смерть Господню. Но вспоминаем мы Господа. Аминь. Слава Господу. Давайте тогда благословим. Вы можете взять просто вот это вот хлеб, да, который из тела Иисуса Христа. И, Господь, я просто благодарю за тело Твое, которое было ломимо за нас во имя Иисуса Христа. И я благодарю за кровь Твою, Господь, которая была пролита за нас. Это есть кровь Нового Завета во оставление грехов. Благодарю Тебя, Господь. И мы воздаем Тебе славу и хвалу. И мы через это мы принимаем Тебя как жизнь вечную. Слава Господу. И мы в завете с Тобой, Господь. Аллилуйя. И мы благодарим за эту кровь, которая омывает всякий грех. Слава Господу. Во имя Иисуса Христа. И мы просим, Господь, Твоего прощения, если мы были в грехе каком-то, может быть. Мы согрешали. Господь, мы просим прощения. Омой и очисти, чтобы мы принимали это вечерю, Господню Твою достойно, Господь. И мы вспоминаем Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. И мы вкушаем Тебя, Господь. И через это, верою, Господь, мы принимаем Твою божественную жизнь, Господь. Слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Давайте тогда мы принимаем верою эту вечерю. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь. И вы можете принять тогда. Слава Господу. Кровь Иисуса.